Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 67 копеек, евро остановился на отметке 83 рубля 11 копеек. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк: доллар за 74,10, евро за 83,65. Самый выгодный курс продажи доллара сегодня у Алмаз-Регионбанка за 74,60, а евро у Азиатско-Тихоокеанского банка за 83,17. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года до 13 890 рублей. Законопроект в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение. В этом году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. В соответствии с принятой в 2020 году методикой минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанный Росстатом. Налоговый вычет на фитнес-2021. Новый закон, направленный на увеличение числа посетителей в фитнес-клубах. Напомним, что в марте этого года законопроект прошел третье чтение, после чего документ подписал президент Владимир Путин. Теперь клиенты фитнес-клубов и тренажерных залов смогут вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Сумма возврата составит 13% от расходов и не более 15 600 рублей в год. Однако оформить кэшбэк можно будет не раньше 2022 года, а получить в 2023 году. Кроме того, вычет за занятия спортом войдет в общую стоимость всех социальных выплат. Вот в этом году 5 апреля введен именно налоговый кодексу дополнение, что при занятии физкультурным спортом и при затрате до 120 тысяч максимальная сумма, то можно сделать налоговый вычет, и то есть тоже в процентном соотношении это достигнет 13%. Это уже возвращается уже тому человеку, который уже потратил именно занятия физкультурным спортом. И для себя, и для детей, которые до 18 лет. Объем финансирования противопожарных мероприятий в лесах республики в следующем году составит 1 миллиард 600 миллионов рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущие годы. Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников принял участие в совместном совещании главы Минприроды Российской Федерации Александра Козлова и заместителя генерального прокурора страны Дмитрия Демешина с руководителями субъектов Дальнего Востока. Как сообщил первый вице-премьер Якутии, в прошлом сезоне затраты в 9 раз превысили плановый объем, который составлял 248 миллионов рублей. Он также подчеркнул, что перед республикой стоит глобальная задача – не повторить ситуацию уходящего года. Министр Александр Козлов поручил подготовиться к сезону до 1 марта следующего года и уделить особое внимание обучению пожарных. Двое жителей Сунтарского района республики похитили 21-летнего мужчину и избили его, насильно удерживая в салоне машины. Установлено, что 25-летний обвиняемый предложил своему другу совершить похищение молодого человека, к которому испытывал личную неприязнь. С предложением мужчина согласился, тем самым вступил в предварительный сговор. В тот же день обвиняемые совершили преступление. Мужчине удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело. Похитители были задержаны на время предварительного следствия. Их заключили под стражу. Следователи Следственного комитета России проводят расследование. Автомобиль и автобус загорелись во время столкновения в Якутске. Сегодня в 7 утра в микрорайоне Марха произошло ДТП. В результате оба транспортных средства загорелись. Автомобиль сгорел полностью. Установлено, что водитель Toyota Кариб не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с ехавшим впереди автобусом. По предварительным данным, пострадал только водитель легкового автомобиля. Автобус был без пассажиров.
11 человек эвакуировали из-за пожара, который произошел в 9-этажном жилом доме на проспекте Ленина в Нерюнгре. Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу накануне в 16:31 по местному времени. На момент прибытия первого пожарного подразделения через 6 минут горела одна квартира на 5-м этаже. В результате огнем повреждена бытовая техника в квартире, погибших и пострадавших нет. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. На ликвидацию привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Пилотный проект по новой системе оплаты труда медработников, который планировали запустить в республике и еще 6 регионах, перенесли на июль 2022 года. Проект конкретизирует состав групп должностей, методику расчета и структуру зарплаты, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат. На основе результатов проекта сформируют отраслевую систему оплаты труда по всей стране. Программу будут внедрять в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, Якутии и Севастополе. Ранее старт был запланирован на конец этого года и весну 2022 года. Перейдем к эпидобстановке в регионе. 242 новых случая коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске 80 заболевших, в Мирнинском районе 33, в Алданском 21, в Алекминском 18, в Нерюнгринском 17, в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах по 12. И еще в 8 районах республики от 1 до 10 случаев заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 859 исследований на коронавирусную инфекцию. В России выявили первые 2 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. У 2 пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм омикрон, сообщил Роспотребнадзор России. Дистанционное обучение продлили для учащихся с 1 по 8 классы в Якутске до 12 декабря. Дистанционно организуют работу кружков, секций, дополнительных занятий, а также других школьных и внешкольных мероприятий. В период ограничения учебного процесса персонал школ организует генеральные уборки, продолжит профилактическую работу с родителями, чтобы ограничить посещение детьми кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания. Школьникам Ленска и поселка Пеледуй также продлили дистанционное обучение по 13 декабря включительно. Теперь в онлайн-формате будут обучаться все ученики с 1 по 11 класс. Соответствующий приказ подписали в управлении образования района. Дистанционный формат обучения ввели в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ, а также по решению районного оперативного штаба. Текущая эпидобстановка в республике сохраняет тенденцию к уменьшению новых случаев заболевания ковидом. В стационарах проходят лечение 1300 человек, средней тяжести в тяжелом состоянии 105, в реанимации находится 17 крайне тяжелых больных. Между тем продолжается вакцинация как от коронавируса, так и против гриппа. Первую вакцину получили 68% взрослого населения республики. Это почти 409 тысяч человек. Волонтеры-медики Республиканского волонтерского корпуса по оказанию помощи лицам старше 60 лет, а также маломобильным гражданам стали победителями всероссийского конкурса «Лучшее региональное отделение-2021». Якутские добровольцы ежедневно проводят всевозможные мастер-классы, акции и тренинги. Так, недавно в региональном отделении стартовала школа волонтера-медика для обучения добровольцев в сфере здравоохранения. Ну а более подробно о деятельности медиков расскажет наша коллега Надежда Саханская. Она сейчас находится в штабе волонтеров-медиков. Надежда, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, Кристина. Но на самом деле стоит отметить, что Всероссийское движение волонтеров-медиков было организовано еще в 2013 году. Тогда активисты проекта «Волонтеры с Клифа» начали это движение. И сегодня волонтеры-медики России – одна из крупнейших организаций здравоохранения в Европе. Ну а в целом при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации сейчас в нашей стране уже открыто 85 региональных отделений, которые объединяют под собой более 40 тысяч
тысяч человек. Рядом со мной находится Евгений Амбросьев, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Он расскажет нам о деятельности нашего якутского штаба более подробно. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы сказать то, что наше отделение, якутское региональное отделение, было открыто в 2017 году, и мы с этого момента начали активную работу в нашей республике и проводили огромное количество мероприятий профилактических, в том числе для нашего населения, чтобы профилактировать инфекционные и неинфекционные заболевания. Также мы проводим акции всероссийские, например, какие как акции против ВИЧ-СПИД, акция «Оберегая сердца» ко Всемирному дню сердца, и проводим итоговые мероприятия для наших школьников, потому что врачи должны учиться с самого детства, начиная со школьной скамьи, и для нас школьники значит очень многое. Вот. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. И для нас это огромное как спасибо. Благодаря нашей работе мы помогли населению как оберегать свое здоровье и профилактировать некоторые заболевания. Позвольте разделить радость победы вместе с вами, но и давайте нашим зрителям напомним, кто же может вступить в движение волонтеров-медиков, помимо студентов медицинских колледжей и институтов. У нас есть единый слоган – это волонтером в сфере здравоохранения должен быть каждый. И абсолютно мы ждем каждого. Это независимо от расы, независимо от возраста, независимо от где вы живете. Вы можете работать онлайн, помогать онлайн. Вы всегда нужны, потому что свободные люди, свободные мозги всегда очень нужны, и мы в них нуждаемся. Скажите, а есть ли сейчас у вашего регионального отделения планы открыть, скажем, что-то вроде филиалов в некоторых районах нашей республики? Да, у нас сейчас открыты местные уже отделения волонтеров-медиков. Это в некоторых районах нашей республики, такие как Кабяе, Алдан, Нерингри, Мегино-Кангаласский улус, и в городе Якутск это Якутский медицинский колледж, например. Угу. Скажите, а сейчас чем вы занимаетесь? Имеется в виду, что в 2020 году движение волонтеров-медиков начало свою деятельность в связи с ковидом. Какая деятельность? Да. Сейчас мы выиграли грант в фонде президентских грантов по проекту «Команда здоровья» в условиях пандемии, по которому мы сейчас ведем активную деятельность. Мы проводим интеллектуально-образовательные игры «Медиквиз». Вы, скорее всего, слышали. Мы очень ведем большую рекламную кампанию по данной игре, потому что, во-первых, данная игра, она интеллектуальная, то есть мы напрягаем свои мозги, и это делается во благо, потому что там идут профилактические занятия одновременно с игрой. То есть идет игра, и мы одновременно учим о каком-то заболевании и так далее, как оказывать первую помощь. А также туда входит школа волонтеров-медиков, где мы подготавливаем волонтеров наших новеньких к становлению лучшего волонтера. И каждый месяц мы выбираем лучшего волонтера и дарим какие-то подарочки, призы и так далее. Также в этот проект входит огромное количество профилактических мероприятий, как тренинги по профилактике гиподинамии, которые у нас проходят с сентября месяца каждый день, то есть каждую неделю. По 3 раза. Вторник, среда, четверг мы проводим данные тренинги с именитыми спортсменами, со знаменитыми врачами, со знаменитыми вообще людьми. И они рассказывают нам, как не сидеть дома, как заниматься здоровым образом жизни и как заниматься спортом. Вот.
Благодарю вас, Евгений. Ну а я отмечу, что это только начало на пути якутских волонтеров. Будем надеяться, что в ближайшее время будут открываться штабы и в других районах Якутии. Ну а на текущий момент у меня вся информация. Более подробно о деятельности волонтеров-медиков в нашей республике мы расскажем уже в вечерних выпусках. Коллеги, передаю вам слово. Надя, спасибо. С деятельностью волонтеров-медиков республики нас ознакомила моя коллега Надежда Саханская. Не менее 15 человек стали жертвами извержения вулкана в Индонезии, рассказывает Анастасия Дмитриева. Спасатели в Индонезии в понедельник обнаружили еще 3 тела, погребенные под вулканическим пеплом. Таким образом, число жертв извержения вулкана Семеру возросло до 15 человек. Еще 27 числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении Индонезийского агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий. Поиски осложняются погодными условиями. В регионе льет дождь. И это не единственная трудность, говорит начальник подразделения экстренных служб. Сложность операции заключалась главным образом в том, что люди оказались в ловушке под бревнами и камнями, а почва все еще была горячей. Более 50 человек получили травмы, в основном ожоги. Выжившие при стихийном бедствии нашли убежище во временном пункте размещения. Сначала я подумала, что это был взрыв бомбы, и вдруг оказалось, что Семеру извергается и выкидывает вулканический пепел. Внезапно стало совсем темно, как будто наступил конец света. Мои дети разбежались по округе, мужа не было рядом. Я дождалась его, и мы перебрались во временный лагерь. Не прошло и 10 минут, как я убежал, и мой дом уничтожила лава. Осталась только крыша. У меня было около 10 голов скота, которые оказались погребены под лавой. Но мне повезло, что моя семья и я сейчас в безопасности, потому что все произошло очень быстро. Вулкан все еще продолжает извергаться, но встревоженные жители стали возвращаться в свои дома, чтобы проверить имущество и скот. Власти попросили людей держаться на безопасном расстоянии от склонов. Семеру, самая высокая гора острова Ява, в субботу выпустил столб пепла и потоки раскаленной магмы, вызвав панику среди местного населения. Президент Индонезии Джоко Видодо приказал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Самки морских черепах выбрались на берег в окрестностях пакистанского порта Карачи, чтобы отложить яйца. Закопав будущее потомство в песок, они возвращаются в море, рассказывает Сергей Берец. Под покровом ночи зеленая морская черепаха выбралась на берег Аравийского моря неподалеку от Карачи в Пакистане, чтобы отложить яйца. Из-за ограничений на поездки, введенные в связи с пандемией COVID-19, пляжи обезлюдили, и число рептилий, готовых принести потомство, увеличилось. В 2019 году их было от 8 до 8,5 тысяч, а в 2020 уже 15 тысяч. Нынешний сезон тоже будет обильным на новорожденных, полагает Али Мимон из Управления по охране природы провинции Синд. За 3 месяца кладки мы взяли под охрану около 6 тысяч яиц. Сотрудники природоохранного ведомства ждут, пока черепаха вернется в море, и откапывают кладку, чтобы она не досталась бродячим собакам или браконьерам. Они переносят яйца на охраняемую территорию, где помещают в своего рода природные инкубаторы. Мохаммед Джавид – один из участников этой регулярно проводимой операции. Когда черепахи выбираются на берег океана, чтобы отложить яйца, я прячусь поблизости. После их возвращения в воду я откапываю яйца и переношу их в инкубатор. В это время в моем сердце звучит молитва: «О Аллах, сделай так, чтобы через 45 дней на свет появились малыши, и я мог выпустить их на волю». С 1970 года, когда в Управлении по охране природы провинции Синд было создано подразделение, занимающееся исключительно черепахами, через руки его сотрудников прошли более 800 тысяч яиц. По милости Всевышнего, мы выпускаем в естественную среду только что вылупившихся черепашат. Только посмотрите на следы этих маленьких лапок, с какой радостью их обладатели устремляются в море. Вы собственными глазами видите, как сохраняется и продолжается жизнь. Зеленые или суповые черепахи находятся в угрожаемом положении, поскольку пользуются большим спросом в качестве деликатеса.
Ареалы их обитания сокращаются из-за хозяйственной деятельности человека и экологических проблем. В то же время их можно наблюдать практически по всему миру, а общая численность самок, способных приносить приплод, оценивается примерно в 85-90 тысяч особей. Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо появились на премьере фильма «Не смотрите наверх». В картине режиссер Адам Маккей собрал звездный состав, чтобы с юмором предупредить об изменении климата, политике и многом другом. Подробнее в следующем материале. Что нужно, чтобы предупредить человечество об опасности изменения климата, метеоритов и глупых политиков? Режиссер и сценарист с чувством юмора, а также звездный состав актеров. В Нью-Йорке прошла премьера фильма Адама Маккея «Не смотрите наверх». На красной дорожке перед кинотеатром Роуз-Хилл в воскресенье появились Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и Леонардо Ди Каприо, сыгравшие в фильме. По сюжету два астронома в исполнении Лоуренс и Ди Каприо обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит ее через полгода. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур, целью которого являются встречи с журналистами, чтобы те предупредили человечество о грозящей опасности. Мэрил Стрип сказала, что сюжет фильма прост. Посмотрите вверх. Я думаю, именно это он пытается сказать. Выходите и смотрите вверх, потому что мы знаем, что грядет, и мы знаем, что можем с этим что-то сделать. Это действительно важно. А пока посмейтесь немного, потому что это то, что нам остается на этих американских горках. Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в платье Диор с бахромой, пайетками и рукавами-шлейфами, которое придавало актрисе, находящейся на последних сроках беременности, сходство с античной богиней. В фильме также снимались Тайлер Перри, Джона Хилл, Кейт Бланшетт и Ариана Гранде. «Не смотрите наверх» выйдет в кинотеатрах по всему миру 10 декабря и начнет транслироваться на Netflix спустя 2 недели. Рождественский сезон оживил разные уголки планеты, несмотря на продолжающуюся пандемию. На горных склонах в США сотни Санта-Клаусов спустились в праздничном заезде. В Ирландии гребцы в костюмах проплыли по реке Лифе. В Чехии Святой Николай раздал детям подарки, а в Вифлееме открылся рождественский рынок на Библейской улице. Склоны и подъемники на курорте Сандей-Риве в штате Мэн на северо-востоке США в воскресенье были заполнены весельчаками, одетыми в фирменные костюмы Санты с белой меховой отделкой. Среди 232 лыжников и сноубордистов в красном был один спортсмен в зеленом костюме Гринча, вдохновленный книгой доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». 21-е ежегодное воскресенье Санта-Клаусов на местных склонах принесло не только радость окружающим, но и деньги. В этом году, благодаря его проведению, удалось собрать $4640 для фонда «Ривер», благотворительной организации, которая знакомит молодежь с преимуществами отдыха на свежем воздухе. В тот же день 1,5 любителей падл-серфинга в Дублине отправились на реку Лифи, одетые в костюмы Санты и других рождественских персонажей, вроде оленей и снеговиков. Свой заплыв они совершили в надежде развеселить зрителей, а также пообщаться с другими гребцами. Спортсмены украсили свои доски и весла надувными игрушками и гирляндами. Они махали людям, наблюдавшим с берега и мостов, и звонили в колокольчики. А в Праге дети выстроились в очередь за угощениями от Святого Николая на Староместской площади, когда взрослые готовились к очередному Рождеству в условиях пандемии. Власти сообщили об одном из самых высоких в мире показателях смертности на душу населения. В обычные годы актеры, одетые как Святой Николай, ангел и дьявол, ходили от дома к дому, раздавая маленькие подарки детям и слушая, насколько хорошими или плохими они были за последний год. Но на этот раз святой был один. «Дьявол и ангел на карантине», — сказал актер Петр Новак. Муниципалитет Вифлеема открыл рождественскую ярмарку на Звездной улице, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, заброшенном со времен Второй интифады, палестинского восстания против Израиля. После парада с участием Санта-Клауса, больших кукол и танцоров, десятки продавцов открыли свои лавки на рынке. Библейская улица является одним из пунктов христианского паломнического маршрута, который отмечается как часть пути Марии и Иосифа во время их поездки в Вифлеем. После Второй интифады и последовавших за коронавирусом ограничений улица оказалась заброшенной, а ее фирменные зеленые витрины были закрыты ставнями, пока рождественский рынок не оживил ее. К
Книга якутского издательства произвела настоящий фурор в столице. В Москве завершается ежегодная международная ярмарка «Нон-фикшн». В этом году она прошла в 23-й раз и традиционно собрала лучшие издательства и главных представителей художественной, научной и научно-популярной литературы. В рамках форума были представлены и якутские издательства. Как встретили наших земляков, узнаем из материала Максима Кардозу. Литературный «Оскар», признание научного мира и настоящий успех у покупателей – все это достижение книги «Неизвестное солнце» якутского издательства «Аяр». Презентация прошла в рамках форума «Нон-фикшн». Издательство приобрело не только огромный авторитет и уважение в издательском мире всей России, это еще и самое быстро развивающее издательство, которое делает великолепные книги. И посмотрите, несколько лет подряд они берут лучшие призы на всех наших книжных фестивалях. Это показатель качества. В моих руках книга, которая стала явлением в этом году для многих людей, знающих и понимающих толк в книжной продукции. Это книга-победитель во многих номинациях. Приятно, что люди из заснеженной страны так тепло говорят о солнце. Работа над книгой «Неизвестное солнце» велась год. К ее созданию привлекли известных российских экспертов. Причем авторам удалось собрать такую уникальную информацию, что издание получило редкий гриф Пулковской обсерватории, то есть признание лучших ученых страны в сфере астрономии. Вот эта книга, она достойная, научно-популярная, основана на научных фактах и на новых открытиях. Астрофизики, космофизики. Читатели тоже неподдельный интерес проявили к нашей книге. Из книги можно узнать, какой голос у Солнца, какой у него вес и что такое темная материя. Причем о сложных вещах здесь говорится простым и понятным языком, который будет доступен даже детям. Особое внимание авторы уделили и оформлению. Издание очень красочное, красивое и познавательное. Причем здесь информация подается сразу же на обложке. На этой иллюстрации можно сравнить реальные размеры, масштабы Солнца, вот оно, и Земли. Наша маленькая планета. Книга уже представлена на многих литературных площадках. И вполне возможно, издательство вскоре задумается и о переводе «Неизвестного солнца» на другие языки. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Второй международный арктический триеннале «Арктический хронотоп» стартовал накануне в Якутске. В рамках мероприятия организованы выставки, конкурсы, научно-практические конференции, мастер-классы и семинары с участием профессиональных художников, преподавателей и студентов учебных заведений культуры и искусств России и зарубежья. Проект нацелен расширить участие креативной Арктики в мировом культурном процессе, создать позитивный культурный образ арктического региона России, а также повысить инвестиционную и туристическую привлекательность Якутии. Мероприятие проходит в очно-заочном формате. На участие в международном конкурсе подано более 150 заявок. Это 300 работ в таких направлениях, как декоративно-прикладное и театральное искусство, дизайн, арт-объекты, видео и медиа-арт, а также живопись и графика. Результаты и награждение победителей состоится в январе следующего года. Кроме того, что триеннале посвящено молодежи, прежде всего, оно еще и, конечно, занимается исследованием настоящего момента, который происходит в арктическом искусстве. Потому и получило название «Арктический хронотоп». Сегодня у нас приехали гости из Франции, из города Рен, из Высшей школы прикладных искусств. Это Склерижен Хавуи и Мак Домровик. А также на участие в триеннале поступило более 150 заявок из разных регионов России, особенно, конечно, арктической зоны. Это и Ханты-Мансийск, это и Салехард, это Ямало-Ненецкий округ, это Красноярский край, Таймырский округ и так далее. Значимость русского языка для развития международного сотрудничества и отношения между иностранными государствами будут обсуждать в эти дни в стенах Главного вуза Якутии. СПФУ организовал первый азиатский международный форум с участием иностранных гостей из стран СНГ и АТР, рассказывает Дмитрий Тымыров.
Участниками первого азиатского международного форума стали не только ректоры головных вузов страны, но и профессора, которые сегодня занимаются изучением и проблемой русского языка, а также ученое сообщество и представители министерств по внешним связям. Проводя этот форум, мы пригласили представителей почти всех среднеазиатских республик ближнего зарубежья. Это Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Так? Вот. И кроме того, представители дальнего зарубежья, это из Китая, Вьетнама, Японии и так далее. Но в основном это будет дистанционное их участие. В рамках этого форума участники на протяжении 3 дней будут обсуждать вопросы преподавания русского языка в головных вузах страны, обучение его иностранцами и иностранными студентами, которые сегодня обучаются в стенах федеральных университетов России, обучение детей-мигрантов и иностранцев, проблемы чтения и изучения в иностранной аудитории, а также рассмотрят стратегию языкового образования в Республике Саха-Якутия. Этот форум будет своего рода подготовкой к мероприятию 2023 года в Кыргызской республике, где будет проходить год, будет объявлен год русского языка и литературы, год национального общения. И в этом форуме принимают участие многие вузы из Кыргызстана, что говорит о их интересе к этой проблеме. И я думаю, что это будет начало большой нашей работы по тому, что наш университет становится центром международного обучения русскому языку как иностранному. По словам приглашенных гостей и спикеров форума, значимость проведения этого мероприятия для вузов страны и для развития международного сотрудничества очень высока, так как русский язык стал не просто государственным языком, но и международным. Русский язык сейчас выходит за рамки просто русского языка для филологов, но выходит и русский язык специально преподается для специалистов иных сфер знаний, от медиков, биологов, химиков, физиков, математиков, географов и так далее, по всем спектрам. Необходим русский язык именно в этой области, где студенты иностранцы обучаются. Действительно, о значимости международного сотрудничества в сфере развития бизнеса и деловых отношений ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев говорил и в рамках Восточного экономического форума, который проходил в столице Дальнего Востока во Владивостоке. Тогда речь шла о сотрудничестве Северо-Восточного федерального университета со штатом Гуджарат, Индия. Тогда ректор СВФУ отметил, что иностранных студентов из Индии в последние годы стало больше, и это направление нужно развивать. В целом же сегодня Северо-Восточный федеральный университет обучает около 500 иностранных студентов, и это число с каждым годом будет только расти, так как желающих получить профессию в ведущих вузах страны со стороны иностранцев все больше и больше. Форум завершит свою работу 11 декабря, по итогам которого будут приняты ряд документов по расширению возможностей головных вузов России по обучению государственному языку мигрантов и иностранцев. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Технологическая компания займется интеграцией цифровых технологий в строительной отрасли республики. Она создана Международным центром Future Skills НЕФУ в рамках проекта «Технополис Северо-Восток». Компания нацелена на использование BIM-технологий для обеспечения всего цикла строительства. Основным составом сотрудников выступают молодые специалисты, аспиранты, студенты и официальные BIM-менеджеры в секторе гражданского строительства. Разработки позволят скоординировать все сложные процессы. Проект даст большой толчок развитию строительной отрасли в Якутии, а также позволит консолидировать компетенции специалистов университета и всех заинтересованных партнеров, приводятся слова инициатора проекта Романа Гоголева. Время чудес под таким названием в центре «Мои документы» начала работу новогодняя акция, где каждый житель или гость республики может поздравить родных и близких с Новым годом, отправив им открытку. Акция проходит впервые, она совершенно бесплатная, и главной ее целью является поднять настроение посетителям МФЦ. С нами на связи Ульяна Шагина, она подробнее расскажет об акции. Ульяна, здравствуй. Расскажи об открытках, которые могут выбрать горожане для отправки. Я знаю, они тоже подбирались специально.
Кристина, приветствую тебя. Действительно, каждая открытка удостаивается отдельного внимания. Это авторские открытки известного фотографа, блогера Натальи Оконешниковой, которая любезно предоставила целую серию своих снимков. Из них отобраны 5 самых красивых, наверное, наиболее отражающие и рассказывающие о нашей республике. Среди них, вот, например, можно увидеть белого мишку, Ленские столбы, ну и еще несколько фотографий. Ну а рядом со мной сейчас руководитель центра «Мои документы» Наталья Таисия Львовна. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот расскажите немножко об акции. Она началась буквально вчера. Да, есть ли желающие и вообще нравится ли людям вот такая вот новогодняя сказка? Абсолютно верно. Это замечательная душевная акция. Началась у нас вчера. Здесь в головном офисе центра «Мои документы» на Амосова. Также такая возможность есть в офисе на Лермонтова. И для резидентов IT-парка каждый заявитель в эти дни может абсолютно бесплатно подписать вот эту одну из замечательных открыточек, написать какие-то душевные, теплые слова своим близким и знакомым. Мы их всех собираем, опустить вот сюда в почтовый ящик, и мы их отправим. Акцию инициировали в этом году впервые. Задумка наша, нас поддержало территориальное агентство по развитию туризма и территориального маркетинга при поддержке технопарка Якутии и, безусловно, Почты России. Поэтому впервые в Якутии есть такая уникальная возможность для заявителей центра «Мои документы» отправить эти открыточки. Ну, они совершенно бесплатные, то есть подходишь, выбираешь любую понравившуюся и можно поздравить. Да, абсолютно верно. Мы считаем, что это позволит, особенно в период пандемии, людям еще сплотиться, стать ближе друг к другу. Спасибо большое. Ну а я уже подготовила открытку для своей мамы. Сейчас я ее уже подписала. И нужно здесь обязательно, сказали мне, правильно указать адрес и индекс, чтобы открытка вовремя прилетела к адресату. Ну а я отправлю. И надеюсь, что к Новому году моя мама уже получит свою новогоднюю открытку. У меня на этом все. Кристина, передаю слово коллегам. Спасибо. О новогодней акции «Время чудес» нам рассказала моя коллега Ульяна Шагина. Мы продолжаем. Этап голосования начался в конкурсе региональных проектов в сфере охраны окружающей среды «Думай по-зеленому», организованном экологическим центром «Алроса». Конкурс стартовал в конце августа. Его цель – вовлечение жителей Якутии в совместную проектную и волонтерскую деятельность для формирования благоприятной окружающей среды. По итогам сбора заявок на голосование представлены 19 проектов. Среди их авторов – коллективы школ, детских садов, вузов, индивидуальные предприниматели, школьники, студенты и просто неравнодушные к проблемам экологии жители. Отдать свой голос за понравившиеся проекты может любой желающий до 26 декабря на сайте конкурса. По итогам определят 5 фаворитов, которые выйдут в следующий этап. Победителя выберут в конце января следующего года. На реализацию лучшего экологического проекта «Алроса» выделят до 1 миллиона рублей. Заключительный концерт проекта «Услышать будущего Азов» состоялся в Якутске. В течение года 10 концертов прозвучали под эгидой десятилетия филармонии. Как известно, 10 лет назад в Якутии была создана филармония, один из крупнейших коллективов Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика». В истории России это уникальный случай создания симфонического оркестра, подготовка кадров которого протекала в течение многих лет. На сегодняшний день коллективу подвластны произведения любой сложности от Моцарта до современных композиторов. Одним из значимых событий в сфере культуры и искусств в Якутии стало строительство единого архитектурного комплекса Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Сам маэстро Валерий Гергиев, он приезжает к нам уже 4-й раз и выразил поддержку о том, что вот действительно Якутску крайне необходим вот акустический зал для того, чтобы к нам приезжали музыканты мирового уровня, для того, чтобы мы вошли в орбиту гастролей концертных организаций страны, лучших музыкантов страны. И сказал, что видит уже в будущем такой треугольник своих гастролей на восток, имеется в виду Мариинский театр, Кемерово, Якутск и Владивосток. Это, конечно, очень радует. Надеемся, что в следующий раз вот такая большая наша встреча состоится в новом акустическом зале филармонии Якутии.
Сборная команда Якутии выступит на фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне. Игры ГТО». Соревнования пройдут в Белгороде, и их участниками станут более 300 спортсменов из 56 команд. Республику представят 6 человек с наилучшими результатами в своих возрастных группах. Накануне команда встретилась с руководством регионального центра ГТО. В ходе встречи спортсмены получили форму, которую подготовили специально для грядущего старта. Игры ГТО пройдут с 8 по 12 декабря. В принципе, настрой у нас боевой, все как бы заряжены. Хотим очень выступить, уже прямо рвемся как бы. Ну, здесь мы прошли двухнедельную как бы подготовку, попробовали все виды, которые будем там показывать. Ну, если все выполним удачно, надеюсь, мы покажем хороший результат. Жительница Алдана, ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Галли отметила столетний юбилей. Именинницы вручили почетный знак долгожителя, поздравления от президента России Владимира Путина и главы Якутии Айсена Николаева. Елизавета Иннокентьевна родилась в многодетной семье в Никольск-Уссурийске Приморского края. С 1972 года проживает в Алдане. О датах и событиях сегодняшнего дня в нашей ежедневной рубрике. На календаре 7 декабря. Сегодня отмечают Международный день гражданской авиации, День любителей поспать, День написания писем, День сахарной ваты. По народному календарю в этот день почитают память великомученицы Екатерины Александрийской. Этот праздник открывал сезон катания на санях и санках. Молодожены проводили обряд оберега от сглаза. Для этого они стелили перед входными дверьми вывернутый наизнанку тулуп и проходили по нему. После этого они садились в сани, украшенные лентами и бубенцами. Транспорт молодоженов был во главе кортежа. Ясная погода в этот день предвещает холодную зиму. События в этот день. Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад. Был основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Российская императрица Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Томас Эдисон продемонстрировал граммофон. В этот день были образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край. Во время Второй мировой войны Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор. Американский инженер и изобретатель Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну. В Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств. В этот день родились Джованни Лоренцо Бернини, итальянский архитектор и скульптор; Пьетро Масканьи, итальянский композитор; Джерард Петер Койптер, нидерландский и американский астроном; Екатерина Буданова, советский летчик-истребитель; Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актер. Именины сегодня отмечают Ян, Симон, Михаил, Митрофан, Марк, Иван, Евгений, Григорий, Алексей, Александр, Екатерина, Катарина, Августина. И в конце выпуска о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане температура воздуха минус 16 градусов, ближе к ночи ожидается минус 14, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. В Нерингре минус 21, давление составляет 695 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 24 градуса. В Ленске сегодня минус 19, идет снег, к ночи потеплеет до минус 14 градусов, ветер от 1 до 5 метров в секунду. В Мирном днем солнечно, температура воздуха минус 28 градусов, ночью минус 31, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
И в столице республики сегодня днем снег, минус 35 градусов, вечером столбики термометров опустятся до минус 39, ночью до минус 41, ветер от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше информации на наших официальных сайтах. До встречи в эфире.